Важная информация для таджиков. Правила меняются. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Власти России планируют до конца 2023 года установить систему распознавания лиц в 9 пограничных пунктах. На нее готовы выделить 830 миллионов рублей. Соответствующий конкурс издания Polygon Media обнаружила на портале госзакупок. В техническом задании сказано, что система должна автоматически анализировать изображение лиц для идентификации водителей. Это нужно для сопоставления лица водителя на въезде и на выезде из пункта пропуска, говорится в документации. Однако при этом система должна сравнивать лица водителя на изображении со всеми данными, хранящимися в некой биометрической базе данных или в определенном списке. О каких списках или базах идет речь, в закупке не сказано. Оборудование нужно поставить до 25 ноября 2023 года. Такие системы российские власти планируют установить на пунктах пропуска на границе с Китаем, Забайкальск, Пограничный и Краскино, на границе с Польшей, Багратионовск, Мамоново, на границе с Литвой, Чернышевская, на границе с Казахстаном, Маштаково, Орск, Сагарчин. Как вы относитесь к таким нововведениям? Как вы думаете, как оно будет работать? А по данным Министерства внутренних дел России, в 2022 году российское гражданство получили рекордное число таджикистанцев – 173 634 человека. Согласно данным, в прошлом году число получивших российский паспорт граждан Таджикистана выросло на 70 тысяч человек по сравнению с 2021 годом. Тогда гражданство России получили 103 681 человек. Если разделить число таджикистанцев, получивших гражданство Российской Федерации в 2022 году, на календарный год, получается, что в среднем ежедневно 476 граждан Таджикистана становились гражданами России. Граждане Таджикистана лидируют среди граждан стран Центральной Азии в получении российского гражданства. В общем, в 2022 году гражданство Российской Федерации получили 691 045 иностранцев. В пятерке стран, жители которых получили российское гражданство, Таджикистан расположился на втором месте. На первом месте граждане Украины – 296 901 человек, получившие гражданство Российской Федерации. Третье место занимает Армения – 45 086 человек. Далее идут Казахстан – 42 010 человек и Узбекистан – 27 220 человек. Также, согласно данным МВД Российской Федерации, у 121 122 граждан Таджикистана имеется вид на жительство в Российской Федерации. Это означает, что они в шаге от получения гражданства России и, вероятно, в 2023 году они тоже станут российскими подданными. Еще 47 987 таджикистанцев имеют разрешение на временное проживание, что является первым шагом на пути к получению гражданства России. Как вы относитесь к таким фактам и как вы думаете, почему количество увеличилось? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.